В эфире программа «Актуальное интервью». Алроса ежегодно направляет на природоохранные мероприятия и экологию 6 миллиардов рублей. О том, куда они направляются, повлияет ли пандемия на их исполнение и насколько вода в местах промышленной деятельности компании пригодна для питья. Об этом и не только мы поговорим с главным экологом Алроса Полиной Анисимовой. Полина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Мы уже озвучили, какую ежегодную сумму компания направляет на природоохранные мероприятия, а как и куда конкретно расходуются эти средства. Расскажите, пожалуйста. Ну, программа мероприятия, она, естественно, представляет собой набор, как я уже говорила, мероприятий, направленных на поддержание всех экологических аспектов. То есть это программы, связанные с сохранением климата, то есть борьба с эмиссией парниковых газов и охраной атмосферного воздуха. Программы, связанные с сохранением поверхностных и подземных водных ресурсов. В том числе большая обширная программа, направленная на работу и обращение с отходами производства и потребления. Конечно, то есть в совокупности текущих исследований в обязательном порядке проводятся и научно-исследовательские работы, и проектно-изыскательские работы. Огромным пластом является проведение мониторинговых исследований, то есть по всем тем средам, которые я уже вам озвучивала. Помимо прочего, в 2019 году компания вменила себе в обязательство проводить дополнительный вид исследований, связанные с радиационной обстановкой и измерениями факторов физического воздействия, то есть шум, вибрация, электромагнитное излучение. То есть компания старается охватить полностью все среды, включая обязательные и расширяя, то есть, собственную экологическую ответственность. Вы уже были у нас в гостях в начале этого года, рассказывали о планах компании в области природоохранной деятельности и экологии на новый, тогда еще 2020 год. Скажите, пожалуйста, повлияла ли пандемия COVID-19 на исполнение этих планов? И если да, то в чем это все же проявилось? К сожалению, мы вынуждены констатировать, что COVID-19 повлиял на компанию, в том числе и как на другой бизнес-сегмент Российской Федерации. Единственное, что хотелось бы отметить, что для компании вопросы, связанные с промышленной безопасностью и с экологической безопасностью, по-прежнему находятся в фокусе пристального внимания. Поэтому мы не отменяем свои мероприятия, направленные на поддержание вопросов охраны окружающей среды. Мы их переориентируем или просто их немного смещаем. Так, например, план социально-экологических мероприятий, который, в принципе, взаимодействует напрямую с общественными организациями, с активными гражданами, либо со школьными учреждениями, да, он в силу эпидемиологической обстановки перенесен с мая, например, на сентябрь, на октябрь. Те научно-исследовательские работы, которые были запланированы, и те подрядные организации, которые мы планировали привлекать, они по-прежнему остаются в статусе текущего исполнения. Поэтому я могу сказать, что компания не отменяет свои мероприятия, просто мы делаем изменения во временном промежутке. Еще один актуальный вопрос сейчас – это весеннее половодье. Расскажите, как в этом году прошел паводок на Вилюйских реках и как себя показали новые дамбы и гидротехнические сооружения? Паводок пока еще не прошел, он еще идет, но мы констатируем, конечно, не без определенного облегчения и удовольствия, что как и в 2019 году, так и 2020 год паводок проходит в штатном режиме. То есть мы и в прошлом году проводили расширенные мониторинговые исследования и выездной инспекционный контроль. И точно так же в 2020 году, буквально 7 мая, мы выезжали на объекты Ирилявского гидроузла, смотрели все гидротехнические сооружения на этих площадях, на этих территориях. В составе нашей комиссии входили также представители Мирнинского комитета охраны природы. И по результатам проведенных натурных обследований каких-либо замечаний не выявлено. А ухудшилось ли качество воды во время паводка? Насколько она пригодна для того, чтобы ее пить? И что сделано по программе «Чистая вода», которая реализуется в вашей компании? Василий, это само, наверное, собой разумеющееся. Мы же прекрасно понимаем, что паводковый период всегда это сезонные изменения качества природной воды. То есть те стоки, таяние снега, смывы с поверхностных площадей, с рельефа, которые осуществляются в период вот этого
временного фактора, да, он, естественно, оказывает, то есть, влияние на поверхностные водные объекты. Но влияние это кратковременное, оно не привносит каких-либо изменений в общий экофонд акватории. Поэтому фиксирование изменений химической характеристики воды в период паводка – это естественные изменения, связанные непосредственно с периодом и с сезоном. В формате программы «Чистой воды», насколько вам, наверное, уже известно, и, в принципе, жителям Республики Саха-Якутия, она реализуется на основании распоряжения главы Республики Саха-Якутия. И в рамках этой программы компания является ответственным инвестором, и по истечению уже 2 лет действия данной программы было перечислено 300 миллионов рублей. Программа рассчитана до 2024 года, и дальнейшее сотрудничество между правительством Республики Саха-Якутия и компанией точно так же будет регулироваться распоряжением главы. А какие виды природоохранного мониторинга ведутся в тех местах, где компания осуществляет свою деятельность? Василий, я бы, наверное, хотела отметить и заострить внимание, что мы проводим масштабные исследования не только в зоне присутствия компании, но и в обязательном порядке прилегающих территориях, или так иначе косвенно воздействуют, которые могут воздействовать на эти территории. Как я уже отмечала ранее, то есть программа мероприятий по охране окружающей среды затрагивает все среды, и как следствие мониторинговые исследования аналогично затрагивают все экологические аспекты. Мы проводим исследования поверхностных вод, в том числе подземных вод, как шахтных, так и рудничных, так и карьерных. В том числе мы в обязательном порядке проводим исследования донных отложений. Помимо природной воды мы точно так же проводим исследования источных вод, которые с естественным стоком по рельефу местности, особенно в паводковый период, так или иначе попадают в поверхностные водные объекты. А все, что касается атмосферного воздуха, в обязательном порядке мы их исследуем не только на границе санитарно-защитной зоны, но и непосредственно в местах стационарных выпусков. В обязательном порядке, помимо прочего, несмотря на то, что сейчас карьер мира находится в консервации, исследования по содержанию сероводорода, который в растворенном состоянии выходит с водами Метигера-Чешского водоносного горизонта, точно так же подлежит исследованию. Расскажите, а как вы взаимодействуете с Министерством охраны природы Якутии? Реализуете ли какие-нибудь совместные проекты, может быть? Министерство экологии является, скажем так, ведомственным органом, с которым у нас не просто тесное сотрудничество, но и в том числе такое достаточно протяженное по времени. Помимо того, что у нас имеются совместные программы, долгосрочные программы, которые мы реализуем, так в том числе в соответствии также с указом главы республики, компания еще в 2019 году разработала долгосрочную программу и согласовала ее с Министерством экологии. Как следствие, то есть на тех или иных промежутках времени, либо это квартал, либо это год, мы отчитываемся в Минэкологии о тех мероприятиях, которые выполнены, о текущем статусе, о их результате. В том числе мы взяли за хорошую практику проводить совместно с Министерством экологии социально-экологические мероприятия, я уже так коротко о них говорила. Мы являемся спонсорами «Зеленых пионеров». Это акция, которую Республика Саха-Якутия проводит на протяжении уже нескольких лет. Мы взаимодействуем плотно с дирекцией биологического разнообразия, которая входит в состав Минэкологии именно по поддержанию дикого северного оленя. В том числе мы заключаем те или иные соглашения в формате безвозмездных сделок для возможности публикации книг, периодических изданий, проведения различных экспедиций, поддержка эколагерей или экотроп. Известно, что ежегодно Алроса зарыбляет реки и водоемы Якутии. Какие у вас планы по зарыблению на этот год и оправдываются ли ожидания? Можно смело сказать, что планы на 2020 год, которые мы ставили себе в 2019, были очень амбициозные, и мы испытывали такое легкое волнение от вас, сможем или не сможем мы все выполнить. Но буквально на Медне на прошлой неделе мы провели инспекционный контроль на Чернышевском рыбохозяйственном заводе для того, чтобы определить, готов ли Чернышевский рыбзавод к выпуску 2020 года по заявке акционерной компании «Алроса». Потому что 2020 год становится априори беспрецедентным как в практике взаимоотношений с Чернышевским заводом, так и в истории «Алроса» в целом. Завод
подтвердила свою стопроцентную готовность. На 2020 год мы планируем выпуск более 4 миллионов личинок и 65 тысяч мальков. То есть выпуску подлежат ряпушка, пелить, осетр. И впервые в Республике Саха-Якутия в этом году будет выпущен чир. Зарыбление планируется проводить на реках Лена, Вилюй, на озере Тимир-Кюнде, ну и, естественно, Вилюйское водохранилище. О положительных результатах той масштабной работы, которую мы проводим по зарыблению уже на протяжении нескольких лет, наверное, свидетельствует то, что по информации от Министерства по делам Арктики подтверждается увеличение квоты по вылову пеледи. То есть за последние 4 года квота по вылову пеледи увеличилась в 6 раз. Будем надеяться, что такие же показатели через определенный промежуток времени мы можем будет фиксировать и по осетрам, и по чиру. Полина Сергеевна, какая работа проводится компанией по рекультивации земель после промышленного освоения? Рекультивация нарушенных земель – это как завершающий этап эксплуатации любых производственных площадок или объектов. То есть здесь осуществляется все в рамках исключительно природоохранного законодательства. То есть рекультивация идет по основным 2 этапам. Это техническая, биологическая. И вот на этапе биологической рекультивации компания как раз и привлекает специализированные научно-исследовательские институты для того, чтобы подобрать максимально комфортные для территории и климатических условий растения, которым необходимо и возможно было бы потом проводить вот эту биологическую рекультивацию. То есть это с хорошей схожестью, с мощной корневой системой, то есть, которые являлись бы многолетними. Так, для общего понимания, компания имеет долгосрочную программу, разработанную на 10 лет, в результате которой мы планируем максимально сократить те нарушенные площади земель, которые по состоянию на текущий период у компании. Сейчас популярность набирает эко-движение по раздельному сбору мусора. Как с этим обстоят дела у вас в компании? Каких, может быть, еще интересных экотрендов вы придерживаетесь в компании? И внедрено ли у вас так называемое бережливое производство, которое в последнее время становится тоже популярным? В данном направлении мы не делаем акценты на популяризации, либо на тренде. Вообще, в принципе, селективный сбор, а это значит раздельный как раз сбор отходов производства потребления, в компании осуществляется на протяжении уже десятки, наверное, лет. Отходы собираются не только по их компонентному и агрегатному состоянию, но в обязательном порядке разделяются по классам опасности. Конечно, основное направление мы уделяем той группе отходов, которая может быть вовлечена либо во вторичные производственные процессы, то есть либо выступать в качестве вторичных энергетических ресурсов, что позволило бы нам как раз увеличить оборотность по компании именно той массы отходов, которая направляется не на размещение, как это, к сожалению, мы вынуждены фиксировать сегодня в республике, в основном осуществляется, а именно на вовлечение во вторичные производственные процессы. Но если говорить о трендах, то, наверное, вот это основной тренд компании. Мы максимально стараемся либо извлекать полезные ресурсы из существующих отходов, либо вовлекать их во вторичные производственные процессы. То есть на те партии отходов, которые мы не можем собственными силами справиться, мы в обязательном порядке привлекаем специализированные организации, у которых есть лицензия на заявленный вид деятельности, именно для того, чтобы, опять же, сохранить вот этот тренд по наращиванию объемов отходов, направляемых на утилизацию или на обезвреживание. В том числе в 2019 году компания решила предусмотреть на 2020 год, и сейчас уже можно сказать, что мы его почти реализовали, пилотный проект. Это обращение с такими опасными производственными отходами, как литиевые батарейки. Я уже, по-моему, ранее говорила об этом. Но сейчас уже можно однозначно сказать, что мы заключили договор с специализированной организацией. В начале июня мы ожидаем поставки специализированных боксов, которые будут расставлены в Айхале, в Удачном, в Мирном, в Ленске и в Якутске в том числе. Расстановка боксов будет осуществляться не только на территории подведомственных компаний, но и в администрациях, и в торговых сетях, магазинах, для того, чтобы каждый житель Республики Саха-Якутия мог внести свою маленькую лепту, свой маленький вклад в сохранение природы. То есть не выкинуть батарейку у себя в мусорку, понимая, что потом она
умрет на полигоне где-нибудь, а именно для того, чтобы она могла быть утилизирована. То есть если результаты по окончанию 2020 года будут положительные, то, наверное, этот пилотный проект мы сделаем на постоянной основе. Ну, с вашего позволения, еще немного о трендах. Альтернативные источники энергии. Как у Алроса с ними обстоят дела? Какие исследования ведутся и, может быть, уже есть практика применения их? Программа эмиссии парниковых газов, а это как раз одно из тех направлений, которые подразумевают вовлечение или использование альтернативных источников электроэнергии в компании, то есть она не только существует, но она дает свои положительные результаты. К сожалению, та конференция, которая планировалась в марте месяце, провести ее планировали в Париже, и компания была приглашена, она сейчас отменяется, да, в силу вот этой эпидемиологической обстановки. Но, по сути, мы можем делать хорошие выводы и фиксировать очень хорошую динамику. Так, например, масса парниковых газов по компании из года в год она снижается. По сути, в принципе, мы и так оказываем незначительное количество выбросов именно парниковых газов. То есть, если смотреть по России в целом, да, и по другим крупнейшим там горно-рудным компаниям, либо топливно-энергетическому комплексу, вклад компании составляет буквально какие-то сотые процента. Но даже при таком незначительном существующем вкладе компания рассматривает варианты использования солнечных батарей. То есть первый проект был реализован на Накинской площадке. И если, наверное, с экономической точки зрения он может быть и не совсем выгоден, да, но с экологической точки зрения он показывает хорошие результаты. Поэтому далее Мирнинское управление автомобильного дорожного строительства, МУАД, это тоже одно из наших структурных подразделений, были как раз передвижные электростанции, которые работают тоже от солнечных батарей. И одна из программ, которая также нашла свою очень положительные дала свои результаты, это перевод специального транспорта на голубое топливо. То есть вот эти небольшие программы, которые, в принципе, реализуются либо по компании в целом, либо отдельно по ее структурным подразделениям, тоже дают нам хорошие, то есть посылы, надежду на то, что в будущем мы можем еще больше сократить массу парниковых газов, которая сейчас имеется. Полина Сергеевна, на этом мы завершаем программу. Спасибо за беседу, за интервью и удачи вам. Спасибо вам, всего хорошего, берегите себя и своих близких. Спасибо. Об экологической программе Алроса мы говорили с главным экологом компании Полиной Анисимовой. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.